Постарайтесь в честь своей республики не потерять. Достойно служите. Служите в отчизне. Постарайтесь, как военный комиссар, найти себя в этом году. Искренние и напутственные слова для молодых ребят перед такой важной миссией, уже можно сказать, традиция. Скоро они окунутся в настоящую школу жизни. Старшие не устают повторять. В какой бы точке страны ни служили ингушские призывники, очень важно помнить свое происхождение, культуру и показать себя с самой лучшей стороны. Амиру Марзиеву 18. О службе в армии молодой человек задумывался еще в старших классах. Служить собирается в Санкт-Петербурге, в сухопутных войсках. А по завершении срочной планирует продолжить службу уже на контрактной основе. В отличие от грустной матери, отец намного спокойнее относится к проводам сына. В свое время он тоже отслужил в армии, поэтому хорошо понимает, армия – это не шутка, и отслужить должен каждый уважающий себя мужчина. Офицеры, или как их еще называют покупатели, специально прибыли в Ингушетию, чтобы забрать призывников в места дислокации воинских частей. По их словам, условия, которые созданы для военнослужащих сегодня, заметно отличаются от того, что было раньше. Теперь у каждого призывника есть право выбора питания блюд, чего не было раньше. Значит, столовые переоформлены на новый уровень, соответственно, обеспечивают гражданские организации, то есть уровень качества повышен. Плюс к тому, конечно же, новое техническое вооружение, военная техника, на которой данные военнослужащие будут проходить свою службу. И, соответственно, что позволяет им развиваться всесторонне. Ряды вооруженных сил России на этот раз пополняют 12 человек. Всего же в течение осенней призывной кампании из Ингушетии планируют отправить 300 новобранцев, что на 100 человек больше, чем в прошлом году. Для меня первый призыв, я вот сейчас смотрю, с чем я потом должен столкнуться, потому что я считаю, что с каждым разом надо усовершенствовать, что-то новое внедрять, может быть, привлекать кого-то. Песни, заводная лезгинка – вот так провожают в армию очередных новобранцев. Ребята отправляются в расположение воинских частей Ржева, Санкт-Петербурга, Тамбова и других городов. По истечению срока службы у всех желающих есть возможность остаться служить по контракту. Ведь, как говорят, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Михаил Тангиев, Джамалел Тамасханов, Новости 24.